Целевой фонд будущих поколений является крупнейшей некоммерческой организацией в регионе, оказывающей содействие в развитии образования и науки, здравоохранения и культуры, социального обеспечения и спорта, охраны окружающей среды и реализации мер по поддержке детей и семей. Фонд уже на протяжении многих лет занимается формированием полноценной системы поддержки детства и является постоянным партнером исторического парка «Россия. Моя история». Сегодня, в День защиты детей, в историческом парке «Россия. Моя история» проводится республиканский фестиваль «Саин». Мы смогли организовать этот фестиваль благодаря нашим партнерам, которых у нас большое множество, благодаря тому, что мы реализуем множество проектов, связанных и как раз-таки с детьми, с молодежью. И благодаря, конечно же, нашему финансовому партнеру, компании «Алроса». И сегодня здесь представлены активности от наших партнеров. Дети могут пройти различные квесты, могут поучаствовать в каких-то играх, в том числе проходит шахматный турнир. Можно пройти тестирование в Высшей школы музыки, Якутскую балетную школу. Вообще вот фестиваль носит название «Саин», что означает в переводе с якутского языка, во-первых, лето, сегодня первый день лета. И он действительно такой очень хороший, яркий. Второе значение переводится как «развивайся». И как раз таки вот именно с таким посылом мы организуем наш фестиваль, чтобы каждый ребенок мог увидеть много интересного, разнообразного и попробовать себя. Я видел тут множество активностей. Какого элемента тут все-таки больше? Развлекательного или образовательного? Мы придумали такую вот геймификацию, как сегодня модно говорить, да? То есть ребята, проходя разные там задания, квесты и прочее, там, они получают сегодняшнюю нашу валюту Саин Коин. Получая вот эти заработанную валюту, они могут его потратить в нашей лавке, заработав на своих активностях. То есть здесь еще у нас и идет такой момент финансовой грамотности. Сейчас мы на научном квесте фестиваля «Саин». Это очень интересное мероприятие в рамках фестиваля, которое проводит Малая академия наук. Ребята на входе получают вот такой листочек, на котором нужно отмечать, те, кто проводит квест, будут отмечать выполнение заданий баллы. И потом после окончания, в соответствии с баллами, получат нашу местную валюту коин. Видите, сейчас девочки решают криптограмму. То есть они должны здесь сделать расшифровки слов и дальше уже вписать их. Дальше вот здесь происходит решение головоломок. Получается, что нужно составить разные фигуры. Ну, например, здесь нужно заполнить вот этими фигурами выделенный вот этот квадрат. Но это довольно-таки сложно сделать. Нужно уметь иметь такое вот воображение и, значит, комбинаторные способности. Здесь вот нужно составить какие-то цепочки. Так? Дальше получается, здесь ребята решают шахматные задачи. Вот. Получается вот 3 разных этюда, 3 разных задачи по уровням сложности. Ну вот здесь задача довольно уже сложная, которые, наверное, даже разрядники будут решать с таким, с напряжением, скажем так. Решают задачи со спичками. Здесь тоже очень интересная задача. Я довольно долго разбирался и понял принцип, но здесь нужна, кроме понимания принципа, нужно еще определенная ловкость рук. Вот здесь они должны 10 спичек поднять при помощи одной спички, чтобы ни одна спичка не упала. Решение математического кроссворда. Так? Получается, что нужно ответить на вопросы, и потом составить ключевое слово. Видите, здесь уже довольно много ребят сидит и решает, да? Чудесно, вот. Чудесно. А что происходит здесь? Вот здесь уже на самом деле трехмерные головоломки. Здесь довольно-таки сложно, как видите, девочка у нас пытается составить пирамиду из 4 элементов. Это объемная фигура,
Ее довольно-таки сложно сделать. Знаете, были такие педагоги Никитины, которые выработали свою собственную систему работы с детьми, развития их творческих способностей. И вот здесь из нескольких элементов, здесь, по-моему, 7 элементов, надо составить кубик. Так? Это довольно-таки сложно сделать. Я сам математик, да, поэтому я вот именно вот это направление для меня очень интересно. Я сам в летних лагерях тоже вот у меня есть такой целый набор головоломок, который я детям давал тоже вот решать. Вот уже почти правильно. Вот, правильно. Вот она решила. Еще чуть-чуть осталось. Чуть-чуть соединить надо еще. Да. А тут нужно просто положить перпендикулярно друг к другу. Вот и все. Найти правильный угол. В современном мире, где на первом месте среди развлечений гаджеты различные, планшеты, телефоны и так далее, как такие головоломки помогают отвлечься и насколько сильно, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, на самом деле, вот, конечно, индустрия компьютерных игр, она довольно-таки проработанная, разработанная, она вовлекает детей, да? Вот мы как фонд, который своей миссией имеет как раз-таки помощь детям, да, можно сказать, развитие их способностей и так далее. Мы даже сделали специальные исследования, которые показали, что наши якутские дети больше других регионов сидят за гаджетами. Да, даже таких регионов, как Москва, Казань. Да? Вот, конечно, с одной стороны, если правильно использовать гаджеты, они могут дать хорошую пользу. Но с другой стороны, вот смотрите, вот такие игры, да, они, получается, задействуют не только визуал, да, но при этом ребенок, человек ощущает это руками. Так? И получается, уже в реальном мире, в реальном физическом мире он делает какие-то вещи. И, конечно, многие такие высокотехнологичные страны, да, где вот все развиты IT, развиты технологии, они сегодня видят, что это может наносить существенный вред на самом деле психике ребенка, его развитию, и наоборот уже как-то возвращаются к тому, чтобы ребенок играл в такие вот игры, где разные чувства уже задействованы. Однозначно головоломки развивают некое пространственное мышление. А на что они еще влияют? Иногда можно то, что требуется сделать достаточно уникальным способом. И это нужно на самом деле найти. Да? И вот в попытках как раз-таки выполнить это задание, человек учится творчеству. Учится создавать какие-то новые решения для, может быть, типовых задач. Прямо здесь, на фестивале САИН, происходит турнир по шахматам за Кубок фонда будущих поколений. На этом фестивале происходит такой необычный достаточно турнир по шахматам, да, он такой смешанного формата. Здесь получается, во-первых, он лично командный, во-вторых, здесь играют команды школ и подводят итоги также личные, да. Во-вторых, здесь ребята не только играют между собой в шахматы, но и решают задания. Будет так называемый solving show. От слова solve — решать, значит, на английском языке. То есть ребятам будут предлагаться задания, и они должны будут соревноваться в том, кто быстрее их решит, эти задачи. Ну и так определиться победитель. Вот. Ну и как президент Федерации шахмат Республики я бы хотел отметить, что шахматы очень такая популярная игра в мире. И скоро у нас предстоят международные спортивные дети Азии, где 8 стран подтвердили свое участие, и будут также и команды Москвы, Сибирского, Дальневосточного, значит, Уральского федеральных округов. Ну и ожидается такое интересное соревнование. Фестиваль проводится в целях создания условий для полезного досуга и выявления талантов у детей, а также содействия их дальнейшему развитию. Мероприятие завершилось праздничным концертом молодых звезд якутской сцены. Mira,
Erbakitim, elentelinni, mantelinne. Kaya bari mugurasya dereko ya bigi kara elektrik, bila elektrik neydi elektrik, beya mugurasya. Bu yaptığını tunnumi,